Том, скажи, как прошел финал турнира по боулингу? Турнир прошел замечательно. В финале было по-настоящему жарко. Первое место заняли команда «Застольники». Очень ожидаемо. На втором месте, вслед за ними, с разницей буквально в несколько очков, команда МЧС. Ну и за третье место шла не менее упорная борьба, в которой абсолютно по-честному победила команда Министерства туризма, предпринимательства и инвестиционной политики. Все это закончилось грандиозной вечеринкой, отчет о которой вы можете посмотреть прямо сейчас. Первое место турнира по бойцовскому боулингу на призы бойцовского клуба «Аламы». Это команда «Застольники». Тома, помнишь мультфильмы из нашего детства про черепашек-ниндзя? Да, я его обожала. Вот сейчас, 7 августа, во всех кинотеатрах выйдет полнометражный фильм про черепашек-ниндзя. Мы обязательно должны с тобой пойти. Обязательно. Насилие, ненависть и страх правят миром. Наш город почти разрушен. Люди хотят восстановить справедливость. Им нужны герои, мисс О'Нил. Но героями не рождаются. Их создают. Этим мы и занимались с вашим отцом. Создавали героев. Держись! А для любителей острых ощущений Тома есть фильм «Навстречу шторму» про огромный смерч, в общем, разрушение, фильм «Катастрофа». Ну, не для меня, но, думаю, многим понравится. Уверенно следуйте за своей мечтой. Живите той жизнью, о которой грезите. За вас! Быстрей! Пожалуйста, проходите внутрь организованно! Давай, вот так! Пошел! Проходите до конца! Отойди от окон! Держитесь! Хватайся за руку! Папа, спаси нас! Здание рухнуло и вода прибывает! Мне надо к сыну. Отвезете? Погнали! Что за черт? Этим вы, ребят, на жизнь зарабатываете. Они ловят. Я изучила. Берегись! Это было близко. Аж волосы шевелятся. Сирены не работают! Если торнадо двинется в вашу сторону, вы не узнаете об этом!
Парни, он разделяется. Смотри, еще один, третий, четвертый, они повсюду! Держась! Не отпускай! Я изучаю торнадо всю жизнь. Этот самый большой, что я видела. О, берегись! Не удержишься, руку давай! Ну а для тех, кто в танке, я повторяю, в IQ кафе по-прежнему проходит арбузная акция. Принеси арбуз от 7 килограмм и получишь день бесплатно. Артем, недавно мониторила соцсети и нашла интересную заметку с фотографиями Вадима Цалати, Амаги Готи, Лены Газаевой. Оказывается, их всех связывает будущий проект творческой группы «Проклятие», который ребята презентуют совсем скоро. Всех секретов не раскрывают, но обещают, что будет что-то грандиозное. Тома, у нас в городе проходит симпозиум Аланика, верно? Да, совершенно верно. Он стартовал буквально недавно. А ты знаешь, что в этом году к нам приехали художники не только из России, но и из Индии, Африки, Марокко, Америки. Также на симпозиуме представлены работы эстонских художников. Для многих из них Аланика стала источником вдохновения. Оттого и работы интересные, нестандартные. Я очень рекомендую тебе туда пойти, Артем. Ты рекомендуешь мне, он недалеко, давай прямо сейчас туда и сходим. Давай, может, пообщаемся там с кем-нибудь? Давай. Что касается ночной жизни, Тома, то в это время года ее нет. Ну, потому что все идут на море, там отдыхают, танцуют, загорают. А клуб 49 работает и для девочек предлагает весь август вход бесплатный. Так что вы туда можете приходить, танцевать, выпивать, ну, в общем, отдыхать. А в арт-клубе Infinity пройдет концерт группы Wild Honey в пятницу, а в субботу просмотр фильма «Укрощение строптивого». А с 9 по 10 августа в Дегорском ущелье на территории национального парка Алания пройдет этнокультурный лагерь IQ Camp, где любой желающий сможет научиться резьбе по дереву и гончарному делу. Во Владикавказе стартовал 8-й симпозиум Аланика. Сегодня у нас в гостях художник из Великобритании Мэтью Корбин Бишоп. Мэтью, привет. Привет, Мэтью. И первый вопрос такой. Как вы узнали о симпозиуме Аланика и впервые ли вы на таком симпозиуме? Меня пригласила из Лондона Сара Раза. Она видела мои проекты. Я участвую во многих проектах. Мои работы в основном посвящены историческим событиям. В них также есть политические аспекты, и она сочла, что это будет интересно, и пригласила меня для участия в этом симпозиуме. Мэтью, расскажите, пожалуйста, что для вас является источником вдохновения на площадке Аланика, да, и вообще, в принципе, в нашей республике в целом? Меня интересуют и вдохновляют многие вещи здесь. Прежде всего, это горы. Горы, которые являются границей между различными регионами. Да и сам регион очень интересен, потому что в нем проживают многие национальности. Так как я увлекаюсь историей, а именно это место является тем местом, где сошлись 3 различные империи, мне интересно было исследовать, как это повлияло на людей и политику. Мэтью, скажи, пожалуйста, современное искусство считают чем-то спорным. Так ли это на самом деле? То есть современное искусство имеет право быть? И какое твое мнение по этому поводу?
Я считаю, что заявление о том, что современное искусство — это то, что каждый мог бы сделать, совершенно необоснованное. Если можете, сделайте. Дело в том, что современное искусство инклюзивно. Оно включает в себя различные аспекты, но прежде всего здесь суть заключается в идее. Идею, которую нужно визуализировать, воплотить в нечто материальное. Конечно, искусство в привычном смысле этого слова – это нечто похожее на картину, нарисованную какими-либо красками. Но что касается современного искусства, то для этого важны идея и эволюция. Современное искусство отличается тем, что оно воплощается и реализуется через различные идеи и различными способами. Мэтью, расскажите, пожалуйста, вот ваше искусство – это хорошо продуманные действия или же это что-то спонтанное? Мое искусство – это то, что я заранее продумываю очень тщательно. Я провожу исследования, углубляясь в историю, изучаю политические вопросы. Я пытаюсь понять, что происходит в мире, потому что есть такие циклические события, которые повторяются в разных странах, будь то Великобритания, или 11 сентября в Нью-Йорке, или же вторжение в Ирак. События, которые вызывают беспокойство всего происходящего в мире, а у людей нет понимания того, что происходит. Поэтому я занимаюсь этими вопросами, пытаюсь их исследовать, а потом визуализировать в своей работе. Этот проект создан в рамках концепции, которая раньше называлась «Прерванные ценности», и он касается изменений, которые произошли после распада Советского Союза. Он затрагивает как географическую, так и региональную специфику. Моя карта – это символическое отражение того, как меняется история. Это некая вольная карта, вольное изображение региона, и в ней прослеживается два четких периода, а изменяющиеся цвета – это также изменяющиеся идеологии данного региона и региональной культуры, которая выражается в различных изменениях. Что касается двух элементов, которые я использую в своей работе, это две области, которые очень схожи. Если вглядеться, похожи на легкие. Их даже можно назвать легкими историей. Если мы перевернем эту картинку и посмотрим на нее с другого ракурса, то все равно получится, что они являются с одной стороны отображением друг друга, с другой совершенно разные.